Добрый день, коллеги. Я приветствую вас на вебинаре, посвященном проблеме подготовки к итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации по литературе. Ефим, хорошее обращение, безумно приятно. Соответственно, сегодня я очень коротко попробую остановиться на основных направлениях, даже на основных ресурсах, которые посоветовали наши коллеги, преподаватели литературы, русского языка и литературы. Соответственно, надеюсь, что этот обзор будет вам полезен. Презентация будет доступна после вебинара. Вебинар я планирую провести не очень длинный, такой содержательный. Пройдемся по основным сайтам, по основным направлениям. Их немного. Надеюсь, что они вам пригодятся в работе. Коллеги, из-за ситуации на улице, из-за погоды, наверное, достаточно плохое качество интернета, поэтому я позволю себе отключить видео. Если будут какие-то сложности с аудиовосприятием, пожалуйста, пишите, а так надеюсь, что сложностей не возникнет. Надеюсь, что да. Итак, я позволю себе периодически переходить между, собственно, со слайда на презентацию рабочего стола, где мы будем ходить именно по сайтам, по ресурсам, которые нам позволят просмотреть основные возможности. Итак, коллеги, первый сайт – это, собственно говоря, известный нам всем хорошо. Сайт, связанный, конечно же, с Решу ЕГЭ, и тут сложностей никаких не возникает, вы все прекрасно знаете этот сайт, и, соответственно, только позволю себе его даже здесь я его не стала включать. Соответственно, конечно же, там возможности есть у обучающихся проверить свои возможности, простите за тавтологию. Они могут прорешать часть заданий, и, соответственно, у них все будет сразу готовый ответ, они увидят свои разбаловку, ну и, соответственно, могут почитать пояснения, где какие-то сложности, проблемы возникают. Сложностей возникнуть не должно. Кроме того, вы видите такие сайты, как Рэш. Фактически этот сайт поможет нашим с вами детям, именно, сейчас я попробую включить демонстрацию рабочего стола. Я надеюсь, что вам видно. Итак, коллеги, смотрите. Мы видим российскую электронную школу, мы видим, что здесь есть все предметы, и плюс этого портала заключается в том, что, вот, например, я выхожу на литературу, мы видим, что задания 11 класса, они, как правило, в том числе и вы видите, что контроль по освоению теоретического материала, он включает в себя задания из единого государственного экзамена. Соответственно, здесь есть и теоретический материал, здесь есть и основная часть урока, вы видите и видеоматериалы, причем эти видеолекции, они достаточно коротенькие, незначительные, содержат, собственно, вся информация в сжатом плане, что фактически сейчас, когда у детей большая загруженность, очень и очень хорошо. То есть ребенок может, просмотрев основные моменты, понять, выявить основные сложности и выявить основные теоретические основы
вот этого момента. Соответственно, вы видите также, что здесь есть контрольные задания, которые ребенок, ну, здесь я не буду уже выходить, вы все это прекрасно понимаете, где ребенок может просмотреть, его проверят, и, соответственно, ребенок сразу увидит, где он ошибается, что он не освоил, и в дальнейшем, соответственно, он уже может, конечно же, вернуться. Коллеги, у меня есть. Обновитесь, пожалуйста, должно помочь. Соответственно, он может проверить себя и, поняв, какие у него западают темы, он их может, конечно же, наладить. Далее, повторить еще раз, здесь же в теории, либо же где-то найти информацию уже дополнительную. Конечно же, есть такие ресурсы, как Я-класс, и достаточно сложно нам сейчас представить, и Яндекс.Репетитор. Соответственно, вы прекрасно видите эти возможности. Я надеюсь, что вы их просматривали. Опять-таки же, да, конечно же, она будет загружена, она будет вам доступна. Коллеги, собственно говоря, если мы посмотрим на такой сайт, как Я-класс, то вы увидите, что, во-первых, плюс этого ресурса в том, что здесь подключены все учебники, которые доступны, есть вкладочки для учителей, для школьников, для родителей. И если мы зайдем для школьников, то фактически посмотрите школьные программы, 1500 видеоуроков, можно выбрать список предметов. Я не буду сейчас выходить, зарегистрироваться бесплатно возможно. Единственное, у нас там будет привязка к образовательной организации, и есть единый государственный экзамен. Видите, по математике есть все необходимые, и русский язык, и, собственно, другие предметы тоже здесь есть. Вы можете их проверить, посмотреть, и детям рекомендуете, потому что действительно это очень и очень полезно. Далее мы говорим о том, собственно говоря, есть еще один ресурс, который называется, третий ресурс. Я здесь давала уже конкретно ссылочками для того, чтобы вам было удобно по ним заходить напрямую и, может быть, с детьми делиться. Это, собственно говоря, ресурс, который называется Яндекс.Учебник. Яндекс.Учебник. Сейчас попробую его показать. Если вы еще в нем не... Вы видите, что здесь я уже зашла в этот ресурс. Здесь уже как непосредственно я. Здесь есть задания почти по всем предметам. И задания очень интересные, задания разносторонние, которые проверяют различные навыки обучающихся. И сайт действительно очень и очень интересный, поэтому рекомендую детям его тоже, собственно, посещать. Соответственно, коллеги, это еще один из ресурсов, который поможет нашим детям в дистанционной форме подготовиться к единому государственному экзамену. Все мы прекрасно понимаем, что экзамен по литературе, общаясь с коллегами, филологами, мы все прекрасно понимаем, что этот экзамен очень сложный, и его выбирает достаточно большое количество людей, детей наших с вами обучающихся, поэтому наша с вами задача им максимально помочь. И проанализировав, вот здесь я представила вам сайты, которые мне посоветовали наши с вами коллеги. Фактически вы, проанализировав эти сайты, уже, собственно, можете посоветовать что-то своим детям, своим обучающимся, то, что с вашей точки зрения будет полезно им в качестве такой вот методической и знаниевой помощи при подготовке к
ЕГЭ. Кроме того, коллеги, есть еще один сайт, который очень помогает, с моей точки зрения. Не все, конечно, уроки, но тем не менее. Это сайт «Интернет-урок», который содержит, посмотрите, все предметы, все классы. И если мы выбираем, например, литературу 11 класс, в чем плюс этого сайта? В том, что дети могут просмотреть темы, какие, может быть, у них там какие-то моменты западают. Видите, есть навигация по авторам, есть навигация по темам. Кроме того, если, например, мы выходим... Ой, какие страшные... Например, тема декаданс, модернизм, авангард, то вы видите, что здесь есть небольшой видеофрагмент, и также есть в том числе и текстовое сопровождение. Вы видите с необходимыми фото, вставочками, да, то есть фотографиями, какими-то изображениями, иллюстрациями. Соответственно, ребенок, даже если он не хочет смотреть 35-минутное видео по этой теме, то он может прочитав текст, основные моменты для себя понять, уяснить и развести вот эти три понятия. Кроме того, есть тренажеры, вы можете их пройти. Далее есть тесты и вопросы к уроку, которые... Вы видите, что их можно пройти, и, соответственно, в этом случае действительно детям кому как удобнее, кто-то видео смотрит, кто-то и видео, и текстовую информацию, поэтому здесь также много интересного, и нашим детям это будет полезно. Далее, еще один сайт, который недавно стал для нас открытым, это сайт, следующая наша ссылочка, это сайт Московского центра качества образования. Коллеги, я с точки зрения учителя для себя открыла этот сайт. Почему? Потому что действительно масса полезной информации, которая Московский центр качества развития, качества образования, простите, уже несколько лет занимается подготовкой, в том числе и обучающихся к итоговой аттестации. Это и государственная итоговая аттестация, это и единый государственный экзамен. То есть и 9 и 11 классы. Произошел какой-то сбой, я прошу прощения, интернет подвис. Вы видите видеотрансляцию, соответственно, этого портала, где... Для этого Московский центр качества образования подготовил видеоконсультации по всем предметам. Выбранный формат онлайн-консультации позволяет неоднократно обращаться к представленным материалам при подготовке к экзамену. Ведут консультации руководители и члены предметных комиссий города Москвы. То есть всю важную информацию вы получаете из первых уст. Что вы найдете в наших видеоконсультациях? Характеристика и подходы к выполнению реальных экзаменационных заданий. Подробный разбор самых сложных заданий. Лайфхаки по подготовке к экзамену и выполнению заданий уже во время экзамена. Все рекомендации, которые даются в роликах, основаны на многолетнем опыте практики. Обратите внимание, что в роликах не только разбираются задания, даются алгоритмы их выполнения, но и объясняется, как эксперты оценивают задания с развернутым ответом. Смотрите наши консультации на сайте НЦКО, онлайн-сервисе «Мои достижения». Готовьтесь к экзамену, получайте высокие баллы. И ни пуха, ни пера. При этом, коллеги, мы видим, что есть по литературе, как пример, я позволю вам, чтобы вы оценили, включить эту небольшую видеозапись, обращение. Уважаемые выпускники, добрый день. Единый государственный экзамен по литературе – дело непростое. Чтобы удачно сдать его, надо не только хорошо знать произведения, указанные в кодификаторе,
но и четко понимать требования к разного рода заданий. Обратимся к структуре экзамена. Напомню, что в ЕГЭ по литературе 17 заданий. На слайде они все отражены в зависимости от формы. Оранжевым цветом обозначены задания тестовой части, зеленым – задания с развернутым ответом. Конечно, именно эти задания вызывают больше всего затруднений. Задания с развернутым ответом связаны с 3 направлениями работы. 8 и 15 задания связаны с комплексным анализом художественного произведения. В 9 и 16 заданиях вам необходимо продемонстрировать сопоставительный анализ произведения. Именно эти задания, как показывает опыт, вызывают больше всего затруднений и потерь баллов. 17 задание – сочинение. Оно относится к самому высокому уровню сложности, но обычно формат его исполнения не вызывает трудностей. Чаще всего выпускникам понятно, что такое сочинение по литературе, а вот содержание и структура 17 задания нуждаются в дополнительном разъяснении. Мы видим, заданий много, требований еще больше, а времени на экзамене по литературе обычно не хватает. На что ориентироваться при ответе на вопрос в первую очередь? Что необходимо в ответе, а что избыточно? Что оценивается и принесет необходимые баллы, а что может привести к нежелательной потере? Давайте в целом сориентируемся в критериях. Критериев оценивания экзамена по литературе действительно очень много, 19. Но все они подчинены 3 основным составляющим, так называемым 3 китам, на которых стоит ориентироваться. Первое. Четкое следование формулировки заданий. Ваш ответ должен быть напрямую связан с вопросом, а для этого надо научиться выделять ключевые слова. Второе. И это самое сложное. Уметь анализировать произведения разных жанровых форм. Неумение анализировать текст может привести к существенной потере баллов. Третье. Речь и логика. Необходимо изложить мысли логично и без ошибок. Лучше писать лаконично и содержательно, чем развернуто, но без необходимой аргументации. Все эти 3 позиции и составляют основные требования экзамена по литературе. На слайде вы видите, отдельно вынесено указание на использование литературоведческих понятий. Обратите внимание, что это необходимо только в задании 17, в сочинении. Для остальных заданий с развернутым ответом это не требуется. Чтобы помочь вам успешно справиться со всеми задачами экзамена по литературе, на портале «Мои достижения» создан целый видеоблог из 10 роликов. В каждом ролике подробно рассказывается о требованиях к ответу на то или иное задание. Даются рекомендации по выполнению, предлагается пример ответа. На экране вы видите ссылки на ролики, посвященные комплексному анализу произведений. Начните с них, если вы сомневаетесь в том, что умеете анализировать. Это основа экзамена по литературе. Когда комплексный анализ текста освоен, можно переходить к заданиям на сопоставление. 2 ролика расскажут о специфике сопоставительного анализа произведений, как подбирать примеры для сопоставления, как проводить сопоставление, чтобы получить максимальный балл. Сочинение, с одной стороны, понятно для выпускников формат задания, но с другой стороны, именно к нему больше всего требований. Поэтому мы сняли целых 5 сюжетов. Почти по каждому критерию оценивания сочинения есть отдельный сюжет. Это позволит вам не только увидеть разбор разных типов тем, услышать рекомендации по выполнению работы, но и выработать собственный алгоритм создания сочинений. По самому сложному критерию оценивания, второму, посвященному привлечению текста для аргументации, вы сможете увидеть 2 ролика. В одном отражены требования к аргументации в сочинении, а в другом дается объяснение, как отличить анализ произведения от пересказа или общих рассуждений о нем. Ведь в первом случае по второму критерию вы получите 3 балла, а во втором не более 1. Дополнительно, для тех, кому трудно определить размер стихотворного текста и ответить на задание 14, мы сделали отдельный сюжет. Обратите внимание на ссылку. Надеюсь, что обращение к ресурсу «Мои достижения»
И работа с предложенным видеоматериалом поможет вам в подготовке к ЕГЭ по литературе и позволит получить самые достойные баллы. Коллеги, если вы видели, то, соответственно, у нас выступала Колосова Светлана, которая является председателем предметной комиссии ГИА 2000, ГИА 11, простите, отвлеклась. И, соответственно, этот формат, у меня, как у учителя, практика вызвал действительно уважение, потому что я просматривала по своему предмету, по своим предметам, и действительно видеоконсультации очень хорошо, доступно позволяют нам проследить и помочь детям в тех сложностях, которые фактически вызывают обычно у них затруднения. Потому что вы все прекрасно понимаете, что иногда мы не можем донести до ребенка какую-то информацию, и внешний источник для него более доступен, более понятен. И в данном случае, тем более, это же Москва для детей, для ряда детей, и родителей это является неким таким вот авторитетом, поэтому тем более это разработчики непосредственно заданий. Поэтому, коллеги, посмотрите, опять-таки же проанализируйте, ни в коем случае не настаиваю, это как одна из рекомендаций по привлечению этих возможностей. Далее, есть очень хороший сайт компании 1С, образование 1С.ру. Соответственно, посмотрите его. Я так понимаю, что есть какие-то сложности с демонстрацией рабочего стола, поэтому я пойду сейчас на то, что я включу режим файлы, и вы сможете скачать презентацию и вслед за мной пройти по основным последним 4 ссылочкам. Коллеги, файл доступен? Я так понимаю, что у вас параллельно. Замечательно, хорошо. Соответственно, коллеги, пожалуйста, скачайте. Второй слайд. Презентация, в принципе, вся состоит из 3 слайдов. Если будут какие-то вопросы, звоните, спрашивайте, там наша информация. И вот посмотрите по образованию 1С. Я позволю себе уйти на этот ресурс, тогда я не буду переключать режим презентации на режим рабочего стола, тем более вы говорите, что у вас его не видно. Поэтому, коллеги, посмотрите. Образование 1С. Чем вообще хороша данная платформа? 1С образование 5. Школа, если быть правильным. Фактически вот этот ресурс позволяет нам обучать детей в режиме дистанта. Там собраны все предметы, по всем классам, теоретический материал, и, соответственно, это, конечно же, позволит нашим детям пройти теоретическую подготовку простите за тавтологию, подготовки к ЕГЭ. Соответственно, изучив все необходимые материалы, единственный минус у этого портала то, что регистрация длится в течение суток. То есть вот вы пытаетесь зарегистрироваться, заполняете анкету, и портал в течение суток присылает вам подтверждение, зарегистрировали они вас, и что ваш логин и пароль необходимо подтвердить. И после этого вы можете спокойно туда заходить, пользоваться всеми доступными материалами. Еще одна уникальность этого ресурса заключается в том, что там очень интересные задания. Задания направлены на развитие креативного мышления, задания направленные на развитие познавательных способностей. И задания выстраиваются следующим образом, что ребенок, прослушав какой-то определенный курс или изучив определенную информацию, или, скажем так, материалы урока, проходит тест по выявлению сформированности тех или иных знаний, той или иной знаниевой компоненты. И если ребенок не прошел этот тест, у него какие-то сложности, тогда тьютор, закрепленный от компании 1С, подбирает ребенку задания, которые помогут ему
отработать незакрепленные знания. Это вообще, это здоровская система, потому что действительно там огромное количество тьюторов, и за каждым обучающимся закреплен непосредственно тьютор, который помогает ему в освоении программы. Фактически это индивидуальная, выстраивается индивидуальная траектория сопровождения каждого обучающегося, каждого ребенка. Программа интересна, опять-таки же посмотрела задание. Еще один плюс этой программы, этой платформы в том, что они, очень многие задания, в том числе направлены на формирование функциональной грамотности, и часть заданий коррелируется с заданиями из ВПР. Поэтому, коллеги, поработайте, тем более пока данный ресурс до конца этого года, учебного года, он бесплатен. Поэтому посмотрите, попробуйте. Сложностей, я надеюсь, возникнуть не должно. Следующий ресурс, вы с ним уже все, конечно же, знакомы, поэтому сильно долго на нем останавливаться не буду. Это «Моя школа в онлайн», ресурс, который был запущен фактически недавно. Здесь представлены «Моя школа» в онлайн-режиме, все предметы с 1 по 11 классы ученикам и их родителям. Вся 4-я четверть, вы видите, что здесь представлены, вы знаете про это уже, что представлены предметы. Например, вот я сейчас захожу на литературу по издательству «Просвещение» Михайлов, Челмаев под общей редакцией Журавлева. И, соответственно, здесь есть определенное количество тем, там Твардовский, «Страна Муравия», проза, поэзия Великой Отечественной войны, Солженицын, «Один день Ивана Денисовича», Матрёнин двор и так далее. То есть те, кто сейчас не параллельно со мной не заходит на этот сайт, я попробовала вам объяснить, какие здесь есть материалы. Кроме того, разработчиком является Министерство просвещения Российской Федерации с ведущими издательствами, в том числе и «Просвещение», «Российский учебник», и «Дрофа», и «Винтонографа», издательство «Бином». То есть плюс этой платформы, этого ресурса заключается в том, что, коллеги, здесь еще помимо материала теоретического представлены все основные, то есть сканы, развороты учебников, то есть подкреплено все еще и материалами из учебника. То есть ребенок самостоятельно может это изучить. Ну и последние два ресурса, и, собственно, мы будем заканчивать. Это ресурс, который рекомендован, рекомендации разработчиков года литературы по подготовке к ЕГЭ по литературе в 2020 году. Я говорю про сайт godliteraturы.ru. Соответственно, здесь есть проекты, образование, карантин, каким образом готовиться, есть рекомендации в целом по ЕГЭ по литературе, есть рекомендации по отдельным заданиям. И фактически есть какие-то новости для абитуриентов, вузов, для которых необходима сдача ЕГЭ по литературе. И, соответственно, различные также представленные интернет-ресурсы для подготовки к литературе, например, ФИПИ, например, ЕГЭ ЕДУ, например, examer.ru, ресурс, где есть все для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. Это портал СДАМ-ГИА, как я уже говорила, 5 баллов, то есть, интернет-уроки, литературус. И фактически есть рекомендации, которые помогут нашим выпускникам сдать успешно ЕГЭ по литературе. Несмотря на то, что портал разработан лишь 25 января 2019 года, но он уже достаточно популярен среди обучающихся. И последний ресурс, о котором я хотела поговорить, его предложить, в том числе и нашим детям в целом, потому что можно по-разному относиться к этому ресурсу, но, тем не менее, это ресурс, который содержит полезный ресурс для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам.
Например, русская литература, отдельный есть сайт русской литературы 19-20 века. Есть ссылочки на бумажные издания, есть ссылочки на тесты, теории, анализ произведений, аудиокниги для школьников, курсы о разных писателях и направлениях. Вот. Далее лекции по литературе на канале Культуры, например, 68 лекций по литературе, Брифли, сайт, который содержит всю школьную программу по литературе в кратком изложении. Мы все прекрасно знаем, что наши дети, к сожалению, все чаще и чаще читают именно такие. Русская классика. То есть много-много сайтов, которые позволят, тут их около 18 сайтов, которые позволят нашим детям в том числе подготовиться еще и таким образом к ЕГЭ по литературе. Ну и кроме того, коллеги, там есть сайты по другим предметам. Это все, в принципе, что я хотела вам сказать. Может быть, вы для себя что-то нашли новое. Надеюсь, что вы что-то увидели. Коллеги, я прекрасно понимаю, что сейчас такая ситуация, что вы не просто загружены, вы перегружены дистанционными формами обучения, перегружены вот этим огромным количеством работ, которые необходимо проверять, тем более по литературе, сочинения. Поэтому в этой ситуации я желаю вам терпения, еще раз терпения. Всем хорошего дня и удачной сдачи экзамена вашими обучающимися. Всего доброго, до свидания.